студия. Мы продолжаем вас информировать о том, как проходит единый день голосования. Все участки республики продолжают свою работу. Каждый из вас может воспользоваться своим правом и проголосовать за свое будущее. Сейчас с нами на прямой связи Айше Шулакова. Айше, расскажите, на каком избирательном участке вы сейчас находитесь? Ассаляму алейкум, здравствуйте, студия. Да, мы сейчас находимся на избирательном участке. Это город Симферополь, избирательный участок номер 350. Как вы сами видите, здесь уже с утра активная явка наших жителей. Приходят голосовать семьями. Особо отличились военнослужащие, так как здесь недалеко находится военная часть. Хотелось бы отметить, что всего по Крыму работает 1201 избирательный участок. Все они готовы, нет нарушений, стопроцентная готовность. Хотелось бы поговорить, конечно, об участии крымских татар, вот именно кандидатуре крымских татар в этих выборах. И подробнее нам об этом расскажет депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Исмаилович Бальбек. Он был вице-премьером Крыма, также сейчас является депутатом Госдумы, курирует вопросы именно межнациональных отношений, является заместителем председателя Госдумы отдела по делам национальностей. Руслан Исмаилович, ассаляму алейкум. Расскажите, пожалуйста, вот именно мы знаем, что в этом году небывалое вот именно количество крымских татар, вот именно подали свои заявки на участие, выдвинули свои кандидатуры. Насколько это важно? Это очень важно. Широкое представительство может быть обеспечено только благодаря активности наших соотечественников. И в данном случае действительно географически покрыты все населенные пункты вот в рамках республики. Это не может не радовать. Это говорит о том, что крымские татары видят вот все эти позитивные изменения, которые происходят вот за 5 лет. И, конечно же, на полпути останавливаться не нужно. И я считаю, что это очень важно, очень верно, то, что крымские татары не отстраняются, а совместно со всеми крымчанами строят наш общий дом под названием Крым, чтобы всем было уютно, светло. И именно в этот день никому нельзя вот отсиживаться, находиться в стороне, конечно же, проявить свой священный долг, участвовать в избирательной кампании, участвовать в выборах для того, чтобы определить и сформировать, наверное, органы власти, которые возьмут вот ответственность на себя на ближайшие 5 лет. И, конечно, наши соотечественники сегодня представляют интересный спектр. Это в основном молодежь, это очень много женщин, что, в принципе, до 2014 года никогда вот в такой, наверное, в таком вот сегменте, в таком вот, наверное, ярком представительстве не проявляли себя. Это говорит о том, что, ну, во-первых, молодежь – это будущее, женщины, каждая женщина – это в первую очередь мать, и априори не может думать только о себе, думает о семье, о родных и близких, и больше даже где-то интуитивно чувствует будущее. Поэтому считаю, что вот, наверное, эта активность и вот то, что мы сегодня наблюдаем в виде кандидатов из числа крымских татар, говорит о том, что все-таки мы сегодня на правильном пути. Что бы вы хотели сказать нашему электорату, вот именно почему нужно идти на голосование? Вот. Дело в том, что, как я уже говорил, участие в выборах позволяет формировать органы власти. И вот те 5 лет развития, которые претерпевает республика, конечно же, нельзя оставаться на полпути. И от выбора крымчан сегодня зависит, насколько вот мы будем сохранять те темпы развития. И, конечно же, что касается вот национального фактора, ни в коем случае нельзя давать шансы кому-то спекулировать на этом и говорить о том, что крымские татары остались в стороне. Нет, так как и все крымчане участвуют в выборах, и поэтому хотелось бы вот, пожелать всем не сидеть дома, понимаю, воскресный день, прийти и выбрать тех кандидатов, с которыми люди связывают свое будущее, которым доверяют. И вот хотелось бы, чтобы этот вот осознанный выбор, он продолжался вот с участием во всех и общественно-политических процессах в течение 5 лет, потому что от активности людей зависит будущее республики и страны в целом. Саунас. Студия, я напоминаю, что мы сейчас находимся в Симферополе, избирательный участок номер 350.
А своим соотечественникам хотелось бы сказать, то, что избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Не упустите свой шанс, выполните свой гражданский долг. Студия. Спасибо, Айше. Мы продолжаем выпуск новостей. А сейчас гость в нашей студии, заместитель главы администрации Симферопольского района, заместитель главы президиума крымско-татарского общественного движения «Крым» Руслан Якубов. Руслан Ришатович, расскажите, как, на ваш взгляд, прошла подготовка к выборам на полуострове? Салям алейкум. Доброе утро всем телезрителям. Конечно, очень была насыщенная предвыборная подготовка. Кроме стандартных процессов, связанных с подготовкой участковых комиссий, подготовкой штабов, велась и работа с жителями, с населением по, скажем так, делегированию в качестве кандидатов в депутаты достойных кандидатов, достойных членов тех или иных общественных организаций, политических партий, либо просто жителей и не ответственных людей, которые хотели бы поучаствовать в жизни своего района, села, города. Постоянно были встречи в трудовых коллективах, были встречи с жителями, на которых поднимались очень острые вопросы, связанные с инфраструктурами тех или иных населенных пунктов, с работой школ и детских садов, с работой общественного транспорта и много-много другие волнующие вопросы, которые нас всех, как простых жителей, волнуют в обычной жизни. И мы видим, что все эти результаты дали свои плоды. На сегодняшний день очень активная была, большая активность была в ходе предвыборной работы, когда огромное количество людей участвует в выборной кампании в качестве кандидатов в депутаты. А насколько важно нашим соотечественникам сделать свой выбор в единый день голосования? Ну, сегодня особенные выборы, они уникальны тем, что мы выбираем своих представителей в местные органы власти, мы выбираем представителей Государственный совет Республики Крым. Это те люди, с которыми непосредственно нам придется прожить, и не просто прожить, а плодотворно поработать в ближайшие 5 лет над решением тех или иных наших проблем. Как я уже сказал, именно депутат местного совета – это тот человек, на которого возложена огромная ответственность по осуществлению именно связи, то есть он будет своеобразным мостиком между жителями и между исполнительными органами власти. Чем качественнее он донесет эту проблематику, чем качественнее он сможет расставить приоритеты, тем эффективнее в целом власть будет решать поставленные людьми задачи. Но в то же время этот депутат, избранный от людей, он получает определенный мандат доверия, он получает вотум доверия, который ни в коем случае нельзя подвести, ни в коем случае нельзя не оправдать. И я уверен, что именно в ближайшие 5 лет станут эффективной работой, потому что есть огромный багаж опыта предыдущих 5 лет, было намного сложнее. Было намного больше проблем, уже фундамент у нас заложен, и дальше предстоит только работать над поставленными и достигать поставленной цели. Руслан Ильич, совсем недавно прошел важный форум для нашего народа, общественно-политических сил крымско-татарского народа. Ваши цели, задачи на ближайшие 5 лет? Данный форум был организован Советом крымско-татарского народа при главе республики совместно с общественным движением «Крым». Мы видели, что были представлены около 500 делегатов со всех концов Республики Крым. Это как и кандидаты в депутаты зарегистрированные, так и члены общественно-политических организаций крымско-татарских, делегаты от местных религиозных общин. И тот посыл, который был задан на форуме, он объединил многие животрепещущие вопросы, начиная со сферы образования, где очень важно нам сохранить и развить крымско-татарский язык, крымско-татарскую культуру, сферы религии, да, мы видим, сколько мечетей новых начало строиться за последние 5 лет. Сейчас активно идет уже на стадии завершения строительства соборной мечети и многие другие значимые, как в целом для Крыма и для крымско-татарского народа, проекты. И этот форум объединил всех на сегодняшний день прогрессивных
здравомыслящих людей, которым не безразлична судьба крымчан и крымских татар. И они, біздің лав бар еді, бізге айтайлар, ос топарызын сай полон. Вот если мы хотим стать настоящими гражданами нашей республики, настоящими хозяевами этой земли, конечно, надо участвовать во всех сферах жизнедеятельности. И выбор – это самый основной, основная ступень, пройдя через которую мы получим ту мощь, ту силу, которая нам позволит потом влиять и на процессы внутри республики. И вот какая должна быть система взаимодействия депутатов будущих с населением, с гражданами? Уже на стадии предвыборной работы каждый из кандидатов в депутаты имел многочисленные встречи со своим электоратом, со своими будущими, со своими нынешними избирателями. Я думаю, вот тот темп, который был взят во время предвыборной работы, необходимо сохранить, чаще встречаться с избирателями, не оставаться в стороне ни от одного вопроса. Если человек этот вопрос задает, если этот вопрос у кого-то, эта проблема у кого-то болит, естественно, надо эту проблему поднимать, ни в коем случае не замалчивать, поднимать перед чиновниками различных рангов и сельского совета, районного совета, совета министров, выстраивать, вот как мы сейчас говорим, прописывать понятную для людей и выполнимую дорожную карту. Пусть не все будет возможно решить в одночасье, сегодня, завтра или в течение месяца, но люди должны понимать, что дорогу они получат через год, а школу или детский сад получат через 2-3 года. Более того, мы знаем, что у людей чаще всего проблемы не решаются из-за того, что есть такое понятие, как вакуум информации. То есть черпать информацию также от чиновников, от любых доступных источников и доносить до наших жителей, до жителей сел, городов, как они могут реализовать свои права на получение пособий, на реализацию в сфере образования своих прав. То есть вот именно так и должна быть выстроена работа. Сагнуз Руслан Ришатович. А сейчас на прямой связи с нами Айше Шулакова. Айше, расскажите, на каком избирательном участке вы находитесь и как проходит голосование? Салям алейкум, студия, здравствуйте. Да, сегодня в 8 утра по всей России начались выборы. С 8 часов утра открыты избирательные участки. Любой желающий может принять участие в выборах, выполнить свой государственный долг. Сейчас мы находимся в Центральной избирательной комиссии Крыма. Здесь уже есть подробная информация о ходе выборов, и более подробно нам расскажет председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев. Михаил Григорьевич, расскажите, пожалуйста, вот именно все ли готово к выборам, какова готовность? Я констатирую, что не только все готово, а уже начались выборы, 8 часов открыты все 1201 участок, которые задействованы в работе сегодняшнего дня. И я еще раз хочу подчеркнуть, что вся информация, которую мы получили с мест, свидетельствует о том, что действительно все участки открылись, каких-либо нарушений, сложностей не возникло. То есть все идет по плану, по закону, в соответствии с требованиями закона. Сколько участков? 1201 участок. Из них есть постоянно действующие, те, что образованы, и временные участки, которые располагаются в основном в медицинских учреждениях, в следственном изоляторе и в аэропорту, в нашем аэропорту центральном. Есть ли в этом году какие-то новшества в голосовании? Какие-то... Еще раз подчеркну, что в этот раз даже в сравнении с выборами президента у нас используется значительно большее количество комплексов обработки избирательных бюллетеней. На территории Крыма их сейчас 247 используется в сегодняшнем голосовании. И также еще одной, так сказать, новшеством для местных муниципальных выборов является то, что от общественной палаты принимают участие общественные наблюдатели, в задачу которых входит смотреть о законности проведения выборов на каждом участке. Они находятся на всех 1201 участке на территории Республики Крым. Спасибо большое. Всего доброго, хорошего дня.
Студия, хотела напомнить, что мы были в избирательной комиссии Крыма. Еще раз хочу вас призвать всех принять участие в голосовании. Избирательные участки будут работать до 20:00. Студия. Спасибо, Айше. А это все новости на данную минуту. Не пропустите наши следующие выпуски. Оставайтесь с телеканалом Милет. Всего доброго.